Главная новость к этому часу. Лидер армянской оппозиции освобожден из СИЗО в Ереване. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Депутат Никол Пашинян, задержанный накануне, снова присоединился к шествию своих сторонников. Люди скандировали «Победа, Никол!». В эти минуты на центральной площади проходит митинг, на котором Пашинян оглашает план дальнейших действий. Сейчас вы можете видеть кадры прямой трансляции из Еревана. На площади Свободы собрались тысячи манифестантов. Они приветствуют своего лидера, который, по всей видимости, собирается выступить с минуты на минуту. Я напоминаю, что сейчас протестами охвачены практически все крупные города Армении. В них принимают участие и несколько десятков людей в военной форме. Они покинули военную часть, утверждая, что хотят быть со своим народом. Кроме того, к протестующим присоединились и представители церкви. Я напоминаю, что протестующие выступают против того, чтобы Серж Саргсян, который руководил страной 10 лет, был избран премьер-министром. Во-первых, хватит вообще Сержу Саргсяну сидеть на своем кресле. Всем это надоело. Обманывать нельзя. Когда обещают уйти с поста, то надо это выполнять. Это слово мужчины, я думаю. Вся его команда, свита 10 лет должен уйти. 10 лет они ничего не делали для народа. Поэтому нет другого выхода. Потому что против диктатора страны у нас тоталитарный режим, вся власть, власть, которая находится у правительства, они владеют где-то 70% экономики страны. А в Москве из отделений полиции начали отпускать задержанных участников акции в поддержку протестов в Ереване. 8 человек провели эту ночь в Мещанском ОВД. Их отпустили под обязательство о явке в суд. Всего накануне вечером у армянского храма были задержаны минимум 60 человек, среди которых были граждане России и Армении. В их отношении составлены протоколы об участии в несанкционированном митинге. По словам адвокатов, против одного из задержанных возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении полиции. Сами активисты утверждают, что просто пришли в храм поставить свечи. Реформа в Украине успешная, и Соединенным Штатам хочется верить в причастность к этому успеху. Об этом заявила посол США в Киеве Мария Иванович в интервью «Радио Свобода» и каналу 112 «Украина». Если Украина станет той страной, за которую сражались люди на Майдане, с настоящей демократией, где суды гарантируют гражданам справедливость, а экономика процветает, это создаст силу притяжения. Когда у людей будет возможность выбора, они захотят жить в такой стране. Посмотрите, в каком состоянии сейчас Крым. Суровый контроль со стороны государства, люди боятся высказывать свое мнение, а экономика ежедневно сокращается. В таких условиях люди жить не хотят. Так что Украине нужно продолжать реформы. Этого хотят и заслуживают украинцы, и это привлечет жителей Крыма. Вселенский патриархат рассмотрел вопрос Украины о создании единой православной церкви, независимой от Москвы. Я напомню, с этой просьбой обратился президент Украины Петр Порошенко. На официальном сайте патриархата говорится, что вопрос будет обсуждаться при участии других православных церквей, то есть в том числе с РПЦ. В Украинской православной церкви Московского патриархата выразили недовольство таким решением, поскольку Москва выступает против автокефалии, а действия Петра Порошенко там считают превышением власти. Ожидается, что решение о возможном получении автокефалии для украинской церкви может быть принято к годовщине крещения Киевской Руси 28 июля. В Петрозаводске рассматривают дело о трагедии на Сямозере, где 2 года назад утонули 14 детей. С подробностями Анна Яровая. В Петрозаводский суд были вызваны 5 свидетелей по делу, однако пришли только 2. Это сотрудница Министерства образования Карелии, а также заместитель директора педагогического колледжа республики Наталья Шевелева. Именно она отправляла студентов на педпрактику в лагерь Сямозера. По словам Шевелевой, в колледже учащиеся изучали правила безопасности в походах, однако отдельного обучения по работе на воде они не проходили. Есть руководство лагеря, которое несет полную ответственность за все, что происходит на территории лагеря. Сегодня суд успел допросить только 2 свидетелей из 300 заявленных в деле. Известно, что допросы продлятся минимум до середины лета этого года. Свидетелями по делу проходят и бывшие высокопоставленные чиновники Карелии.